Коста Васильевич Кусраев. Он и сегодня, в 81 год, производит впечатление сильного, волевого человека, с орлиным взглядом, гордой осанкой, открытым, радушным отношением к людям, острым умом и прекрасным чувством юмора. Он в полной мере обладает обаянием, свойственным мудрой, цельной натуре. И все это, несмотря на столько пережитых им сильнейших потрясений и экстремальных ситуаций, что их с лихвой хватило бы на несколько жизней. Удивительно, что всего лишь одно человеческое сердце могло выдержать столько страданий и мук, и при этом сумело, не озлобившись, остаться чистым и полным бесконечной доброты. Трудности и испытания сопровождали Коста Кусраева практически всю его жизнь. Сначала это были тяжелые голодные годы в детском доме, в который вынуждена была определить его мать, оставшаяся без мужа с 5 детьми на руках. По причине той же бедности он рано начал работать, не имея возможности пойти в школу. Но благодаря смекалке и природному уму он самостоятельно выучился грамоте и хорошо освоил автотехнику. Когда подошло время идти в армию, началась война. Будучи командиром минометного взвода, в одном из тяжелых боев за город Туапсе летом 1941 года Коста Кусраев был тяжело ранен, захвачен в плен и вывезен немцами в концлагерь Руф на территории Греции. Оттуда, после неоднократных неудачных попыток, ему все же удалось бежать во время бомбежки лагеря американской авиацией. Вскоре, благодаря встрече с греками-эмигрантами, он оказался в партизанском отряде ЭАМ. Я греческого народа до того полюбил, и их любовь в сердце буду носить до самой смерти. Потому что в оккупации нам гитлеровцы и муссолинцы, фашисты, была оккупация в Греции. И иногда из города нельзя было уже выходить. И надо было скрыться. И в любой дом вскакивал, и меня, значит, спасали. Это все знают, если бы меня обнаружили там, они бы вывели 50 человек, женщин, невинных людей бы расстреляли. Так они были жестоки, вот эти фашисты. В партизанских отрядах, значит, была большая дисциплина. За выпивку почти был расстрел, потому что пьяный человек – язык для немцев. Есть по-осетински пословица «Цхадзара христерная, уцхадзардам кулбадак хазалнамаду». Ну, там было вот так. За выпивку расстрел объявили. За партизанки тоже много было. Беременная женщина тоже язык для немцев. Нельзя было абсолютно. С партизанками мы жили как брат и сестры. Вот так. И все доставали. Голодали, конечно. Не было продуктов, ничего. Надо было отобрать у немцев. Это оружие тоже. Однажды перед партизанами стояла необычайно сложная задача – взорвать немецкое нефтехранилище в Пирейском порту. Этот стратегический объект фашисты охраняли особенно тщательно, так как он обеспечивал снабжение аэродромов горючим. Уже третья группа партизан, ушедшая выполнить это задание, не вернулась. И тогда Коста, жизнью которого, как единственного осетина, не хотел рисковать командир партизанского лагеря, все-таки настоял на своем, убедив, что сумеет справиться с задачей. Его экипировали всем необходимым – взрывчаткой, финкой, оружием, ампулой с ядом на случай захвата врагом. К объекту он пробирался в ночной темноте, пройдя несколько километров по морю, по пояс в воде. Преодолев проволочное заграждение, затаился. Рассказывая об этом, Коста спел по-немецки 2 куплета песни о любви, которую пел в тот момент приближающийся к нему охранник. Эта песня навсегда, с того единственного раза, когда он ее слышал, запечатлелась в сердце Коста, потому что в следующее мгновение он должен был оборвать ее, убив немца. Он подложил взрывчатку, взрыв должен был произойти через 30 минут. Вот как описывает им о жизни Коста Кусраева в 1964 году.
Кудны таргышты усы дашымашшазмин. Гаши фаштама, жарда губ-губканы, раду варию файнак. Сына кудыканы хатта даймак. Вот танеш хасыт, вот сықуама кана. Партизантам макуткуама басова. Амайн вода ваза удома сауандырнай. Охадагай маргам куиш, якухая рашкаршта. Уалымма арвнарагаунын нарыдбашта. Бензины цистерны тфадыл пилон олар машхатса, ярухшма денжиш шырттыфта, ныр кошта сырдыш горта, смаяк ахта жахылдар налыварта автоям кашт. Якушты вадиш ирон фандыры сағыт, ама амзағт коштаян, коштадарсы мажғоргана котта фалакавка автоям кашт. Партизанты хиштар фыцах хатот ап акотта коштаян, ама ешхутта ирон багатыр. Когда он вернулся к партизанам, они, не надеявшиеся больше увидеть его живым, от радости подкидывали его, несли на руках, называли героем, а он еще 20 дней был в полушоковом состоянии от нервного перенапряжения. Освободил я военнопленных после сети лагеря, где я был, РУФ называется в Афинах, освободил советских военнопленных. Ну, там оказались даже такие земли. Как это удалось? А? Как удалось освободить? Тогда уже с отрядами, греческими отрядами напали и освободили. Освободили, там, значит, много и разные национальности были, там и грузины были, там и эти были русские. И наши земляки тоже, грузины тоже их повел к партизанам. И в Греции они, у меня греческий документ, я, значит, грек, очень красиво меня одевали, хорошо, все. Я метро тоже там увидел. Я тогда в Грузии метро не было. А в Москве никогда не был тогда еще. Метро видел первый раз там, в Греции. А я стою в метро, ниоткуда не ожидал, что меня уже предали. И проходят там, девочки прошли, я думал, что смотрят на меня, наверное, я им понравился. Кажется, они были в разведке. И потом молодые парни, как прошли, сразу меня схватили, скрутили шею. У меня было это ампула яд, они сразу это оторвали, разоружили и прямо в немецкую комендатуру, гестаповцы. Там, значит, сидели здоровые, человек красивый, немец, и меня сразу спрашивает: «Du Juda?» Ты, говоришь, еврей? Говорю, nein, nicht Juda, я гречиш, я грек, говорю. Ja, gut, bisschen Sitzer rauchen, sag Uri, sag ich, говорю, danke schön, Herr Altmann, ich kann nicht rauchen, я вообще не курящий, говорю. Ja, gut. Du Deutsch gut sprechen? Спрашивает меня. Ты, говорит, хорошо владеешь по-немецки? Говорю, откуда? Я грек, откуда, говорю, владею? Тогда вызвали это переводчика, украинец, стройный парень, капитан, фашист. И мне говорит, ты будешь правду говорить, будешь человеком, как я. Я подумал, если ты себя человеком считаешь, ты же не человек при себе, конечно. Я говорю, я буду говорить все правду. В 1939 году, говорю, нас эти проклятые большевики выслали в Грецию. И с тех пор здесь я нахожусь. Моя мать, говорю, здесь похоронена. Конечно, я маму здесь хоронили, в Южной Осетии, в Ленинградском районе, в село Велури. Они там, значит, где я адрес указал, там они пошли, проверили, ничего не обнаружили. Хорошо, что меня вот это все прокламации тоже раздал. Ну, а оружие откуда? Говорю, оружие достал, оружие у меня было, на улице достал. Много им все рассказывал, но они меня говорят, по матери меня как заругал вот этот немец. Ты, говорит, чисто по-русски меня говорит. Ты, говорит, советский разведчик, негодяй, и меня начали бить вот это дубинками.
Потом взяли, да меня повесили руками. О. Вот эти ногти меня выдергивали при допросах. О. И я, конечно, когда сознание терял, уже не мог говорить, но они меня опять начали, то водой обливают, то меня делают, то бьют. И когда меня это, как повесили, как сняли оттуда, я уже не боялся, я хотел, что быстро меня прикончили, все. И начали их ругать, это переводчика тоже говорю, что побыстрее меня прикончили. И они говорят, что я думал, что у меня уже глаза нету. Как опух, я думал, что глаза у меня вот здесь висят, эти мои глаза. И когда подходит этот переводчик, ну, дорогой, у тебя есть шанс остаться жить. Я говорю, какой жизнь, негодяй, какой жизнь, когда у меня уже глаза нету. Он говорит, кто сказал, что у тебя глаза нету? И вот это у фотографов, что есть какой-то, вот такие вроде одели, и как видел я, глаза, вот, обрадовался, конечно. Они сразу в машину посадили в этот ресторан, откуда я партизаном повел вот этих военнопленных. И там сидят все мои друзья, партизаны. Некоторые в немецкой форме сидят, их эльмановцы, отряд эльмановцы. И они меня быстро, давай, говорите, кого ты знаешь? Говорю, я никого не знаю, что ко мне пристали, я абсолютно никого не знал, а я всех знал. Там и повара, там и официанты, там все. Ну, тогда вот это, который я в партизанах повел, Дадьяни, по фамилии Дадьяни, которому я оружие, это мое оружие, он меня начал бить по груди вот так. Да. Говори, говорит, ты должен умереть, говорю. А я говорю, что я вам плохого ничего не сделал. Я же, кроме хорошего, не убивайте, я вам пригожусь еще. Нет, ты должен умереть, говорит. Тогда этот немец на него накричал, Цюрих, Фарфрухтер, Георгиани, Швайне. И от меня этого, ну, меня тогда все равно был приговорен к смертной казни в тюрьме. Меня должны были расстрелять послезавтра. И партизаны же видели, как я умираю, и они олтрето днем, они не знали, что там пополнение были, подкрепление, не знаю. И сделали, тюрьма называется Аверов, это в Афинах, столица Греции. И там погибло много греков. И спасли меня. Когда меня спасли, привели к партизанам, я это Лохагос Ксантопулос, командир, я его схватил, начал вот этими опухшими пальцами душить, говорю, негодяй, зачем? По-русски прекрасно говорили. Костакис, дорогой, ты дороже нам жизни, мы за тебя все погибли. После этого я нападал еще на немецкие автоколонны. Я машину мог водить, все. Отбирал у них и горючие, у них отбирали продукты, у них оружие отбирали все. И много сделал. При выполнении еще одного задания он вновь был схвачен и этапирован отступающими немцами в Македонию. Накануне расстрела, к которому его вновь приговорили, ему удалось бежать с молодым хорватом по имени Жденко, и после череды нелегких испытаний им удалось вновь попасть к партизанам, теперь уже Македонии. Здесь тоже Коста проявлял мужество и смелость, прекрасно владел оружием, уверенно и отважно выполнял самые сложные и опасные задания. Особенным героизмом и храбростью он отличился в боях за столицу Македонии, город Скопье. Признавая его выдающимся Странцу, было оказано высокое доверие югославами. Он был назначен командиром партизанской бригады, насчитывающей более 400 человек. В то время в одном из районов Македонии разбойничал отряд албанцев, перешедших на сторону немцев, под предводительством Сабрия Мусовского. Сабрия был жесток, не щадил никого, жег и грабил македонские села, убивал семьи партизан. Партизаны давно охотились за ним, но им не удавалось его захватить. Как-то, узнав о месте его дислокации,
Командование партизан обсуждало варианты решения этой задачи. Коста взял на себя проведение операции захвата. С 40 бойцами он напал на село, лично ворвался через окно к Сабрия, обезоружил и связал его. Без главаря не смогла оказать сопротивление партизанам и банда Сабрия. Лошади Сабрия, ужас на жителей, а за ним по колено в снегу шел связанный и поникший Сабрия. Коста говорил ему о том, что тот, обманутый немцами, которые являются врагами как македонцев, так и самих албанцев, воюет против своих соседей, а что на его родине, в СССР, рядом живут как одна семья, как братья, многие нации. Сабрия умолял отпустить его, обещая искупить свою вину и помогать партизанам. Коста очень хотел, чтобы Сабрия тоже поднялся на борьбу с немецкими оккупантами, и поэтому решил отпустить его. Это решение вызвало волну протеста у партизан. Я вышел утром, значит, моим подчиненным, и должен, у нас говорят, здравствуйте, товарищи, а там было так, другари, смерть фашизму. Они отвечали, свобода народу. Я говорю, смерть фашизму, и никто не отвечает. Один раз, второй день, я уже не знал, что мне сделать. Я хотел сам себе прикончить, что я его отпустил. Потом через четвертый день, значит, Сабрия Мусовский приходит ко мне домой. И говорит, что ты пришел, убивать пришел? Давай, что ты смотришь, убивай. Нет, я, говорит, хочу искупить свою вину. Вот это другое дело. А Ангелина, тогда у меня моя супруга, Ангелину ее звали. И она хотела пристрелить, говорю, не надо, не надо. И вот тогда он нам показал немецкие склады, которые мы не знали. Ходили и не знали склады, 5 мест обратно. Народ сильно голодали, ничего не оставили немцы. И он не было, ничего не, продукты не было, раздетый народ. И он нам указал нефть. Около 60 тысяч литров. Это в белых бочках, никакой запах нету, ничего так. Рис очень много. Обувь немецкий, одежда немецкий, медикаменты очень много. Все. Конечно, обрадовались партизаны тоже, что, потому что Другари, смерть фашизму. Они, когда хором, свобода народу. А я им сказал, вот, другари мои, другари товарищи, у нас по-осетински есть пословица, туго не чихся, кровь не смывается. Сабрия Мусовский много сделал плохого, он достоин был его расстрелять его, но я не знаю, может быть, я дурно поступил, отпустил. И он все равно пришел, искупил все это все. Тогда девочка, партизанка, как зарыдает и обнимает меня ноги. В чем дело, говорю, вставай, я, конечно, это нецензурные слова тоже сказал. Вставай, что ты говоришь? Командир, я хотел тебя убить, потому что Сабрия Мусовский убил моего брата. Сабрия Мусовский, когда моего брата поймал и вел, там это было маленький вода, это. И он попросил, я хочу выпить. Он как нагнулся, он пристрелил его. И говорит, я хотел себя убить. Говорю, давай убивай, что ты? И она начала плакать, все. Вот я еще повторю, говорю. Добре, надо делать все хорошее, чтобы ты был, так враг твой поймет, что ты человек. С Македонией связана также история любви Коста Кусраева и македонской девушки-партизанки Ангелины Дымчевой-Семняновой. Они оба были красивы, отважны и молоды. Весной 1945 года они поженились. После победы Коста назначили командиром народной милиции города Скопье. Это была должность генерала, заслуженная им многочисленными подвигами военных лет, за которые он был награжден 8 орденами и 56 медалями.
А на запрос о награждении Коста звездой героя Сталин коротко ответил, что звание героя военнопленным не дается. Его утешали, что зато он является героем Греции и Македонии. Теперь, казалось, наступил долгожданный покой, но судьбе вновь было угодно проверить его на прочность. После ухудшения отношений Сталина и Иосифа Брос Тито пришло указание о немедленной репатриации советских граждан на родину. При этом все его награды и документы должны были остаться в Белграде. Он вынужден был навсегда расстаться с женой Ангелиной, которая ждала в то время ребенка. Он прошел через унизительную процедуру проверочно-фильтрационного пункта НКВД. И лишь безупречная боевая репутация героя-партизана спасла его от ссылки и лагерей. Ему запретили даже писать Ангелине. Впоследствии он неоднократно посылал запросы, пытаясь ее найти, но так и не получил ответа. Поэтому он не верит, что она и их ребенок остались живы. Когда Коста вернулся на родину, по удивительному стечению обстоятельств его назначили директором того самого детского дома, в котором когда-то воспитывался он сам. И когда вернулся в этом детдоме, я работал директором, это в Ленигоре. Было много детей, которые даже отсюда, с Севера Осетии, тоже пристали детей туда. Их воспитывали, и не буду хвалить, тут моя супруга, меня перед новой стыдно, она видела своими глазами, как их на хорошей дороге, и все семейные жизни создали, и живут все хорошо. И многих встречались, что уже создал свою семейную жизнь, все хорошо живут себе. Коста и в мирной жизни всегда оставался человеком, способным на подвиг. Он всю жизнь работал, не покладая рук. Никогда не будучи ни состоятельным, ни склонным к накопительству человеком, он сумел на сэкономленные собственные средства возвести памятник своим погибшим односельчанам в селении Вилури Ленингорского района Южной Осетии, а также построил 12 домов своим неимущим землякам. Это удивительное бескорыстие и доброта проявлялись в то время, когда и собственная его семья нуждалась во многом. И поэтому немаловажно было понимание его благородных порывов верной спутницей жизни Варварой Виссарионовной Музаевой, женщиной, благодаря которой он сумел также пережить и тяжелые последствия заболевания, называемого психологами синдромом войны. В течение нескольких послевоенных лет ему снилась война. Он вскакивал по ночам с криком «в атаку», а как-то в состоянии аффекта спрыгнул со 2-го этажа. Ее понимание, забота, бережное отношение сыграли тогда роль реабилитационного центра. Вместе они воспитали 2 сыновей – Тамаза и Таймураза. 2 сына у меня, я им горжусь очень. Мой сын тоже подполковник, был старший Таймураз, который был на Кубе, у Фиделя Кастро, оттуда отправили туда им, значит, по заданию. И он тоже отсюда приехал с хорошими документами и похвалами, хорошей характеристикой. 2-й сын тоже работает, он еще в Грузии остался жить, потому что климат не переносит здесь. Климат. Не идет у него климат. И обои мне очень добропорядочные, не курят, не пьянствуют. Трудолюбивые. Сегодня Коста Кусраев живет во Владикавказе. Он оказался здесь в 1991 году, в еще одну трагическую годину, которую пришлось пережить старому воину, во время кровавых событий в Южной Осетии. Тогда грузинскими экстремистами были убиты его брат и племянница. Судьба была немилосердна к этому человеку. Она проводила его между добром и злом, между светом и тьмой, по самым жестоким путям испытаний. Она сталкивала его с самым уродливым, чудовищным извращением человечества, фашизмом и предательством. Но также дарила и встречи с людьми, горящими чистым огнем служения народу и Отечеству. Коста, словно пройдя сквозь тьму тоннеля, вновь выходил к свету, к которому всегда стремился, в который верил и который всегда бережно хранил в сердце. Сегодня герой Греции и Македонии, знающий 9 языков, Коста Кусраев живет в маленькой скромной квартире на улице Ватутина, продолжая являть собой
ни бедность не вытравили, не сломили в нем его высокой божественной сути, и он прекрасен в излучаемой им доброте, этом удивительном проявлении небесной благодати в человеке. Пока живешь, надо делать доброе, соседям тоже, народу тоже. И вот это меня, я очень горжусь, что у меня угрызений совести нету. Нет угрызений совести. Я знаю, что мой народ тоже очень любят. И это не хвалю, конечно. Они любого спросите, в Ленингорском районе Южной Осетии, все до единого за меня готов отдать свою жизнь. Человек, который труд не любит, у него жизни не будет. Он обязательно должен стать или вором, или чем-нибудь, который труд не любит. А который трудится, работа есть много. Но все хотят крупные деньги, все хотят, чтобы стали капиталистами. А это не может быть. Надо, чтобы человек трудился. И меня дали земельный участок в Гизели. Меня уже 81 год. Я обрабатываю эти земельные участки. Вокруг меня земельные участки. И хлам растет, больше ничего. Не обрабатывают. Я очень горжусь, что я осетин, потому что про осетинов даже от этой истории Геродот писал, что Осетия это очень много заслуженный народ, как греки хороший народ, так и осетии тоже хорошие. Есть и плохие, но никогда не хочу, чтобы я осрамил свою Осетию. Мой отец тоже был вот при меньшевиках. Когда при меньшевиках мой отец тоже был революционер с 1905 года. Он в Ленингорском районе, Лехурское ущелье, там разоружил 20 этих казаков, которые были меньшевиков. Один я стремился, чтобы не осрамить своих родителей, не осрамить свою Осетию. Осетию я считаю колыбель героев и сознательных людей. Апреля память о них убить невозможно, как невозможно вытравить из сердец всех знавших Бибо Дзуцева людей светлый и праведный облик народного генерала. Он ушел из этого мира, шагнув в бессмертие, ибо стал легендой еще при жизни. Злодеям же, поднявшим руку на защитника народа, не удастся избежать неминуемой кары небес. Подобно нарским богатырям, Бибо был всемогущим защитником своего народа, человеком, который, будучи сам олицетворением чести и достоинства, не мог допустить, чтобы кто-то мог посягнуть на жизнь и честь других людей.
Обостренное чувство справедливости, отчаянная смелость, отвага и невероятное мужество сделали его человеком, который для тысяч граждан Северной, Южной Осетии и Республики Абхазия стал их народным генералом, всенародным героем.